Это «Актуальное интервью» в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутск прибыл сербский доброволец, снайпер, капитан вооруженных сил России Диан Берич. Это одна из самых узнаваемых фигур среди иностранных волонтеров, участвующих в специальной военной операции. Сегодня он гость нашей студии. Добрый день. Добрый день. Я хочу начать вот с чего. Вы были одним из первых иностранных добровольцев, которые прибыли на Донбасс еще в 2014 году, за 8 лет до начала специальной военной операции. С чего ваш путь как общественного деятеля начался? Как общественного деятеля? Ну, после ранения 23-го года, что закончило мою военную карьеру, ну, война не закончилась, надо, значит, сражаться как сможешь. Вот. Ну, мог сражаться как общественный деятель. Значит, приносить в первую очередь на Балкане правду об этом, что происходит, потому что СМИ – это очень-очень важный сегмент войны тоже. А на Балканах Запад забрал все под себя. Ну, пока у меня получается достаточно хорошо. Это одна. А вторая часть волонтерской деятельности – это с Народным фронтом. Вот, пригласили в команду Путина, что за меня была большая честь. И вот тут стараюсь, как могу, помогать. Значит, общение с людьми, в основном это с молодежью, с силовиками, с курсантами. Ну, потихоньку идет. Сегодня вы участвуете и в проекте «Все для победы». Чем для вас лично важна эта работа? Чем она для вас откликается? Ну, знаете, как «Все для победы» — это как-то всегда напоминает о Великой Отечественной войне. Как-то связано с работой, которая была в это время людей в тылу. За меня лично это просто как отдавание чести моему дедушке, который сражался против фашизма, нацизма, потому что он работал все, что мог для победы у нас в Югославии тогда. Я очень жалею, что не могу дальше сражаться с оружием в руках. Ну, как так получается, ну, не так, как бы хотелось, но получается. Потому что без тыла, без хорошего такого крепкого тыла нету ни хорошей армии. Не бывает просто. А как-то жизнь поменялась после того, как вот в проект вошли ваша? Ну, поменялось. Намного меньше времени за работу, от которой живем. Ну, это плохая вещь. Еще другая плохая вещь, ну, постоянные покушения со стороны Украины, со стороны Запада. Дом сожгли, возле дома гуровцы поймали, потом других. Ну, было много чего. Вот это плохая сторона. Но есть и хорошая. Есть хорошая сторона, которая все это, что они делают, просто потеряет. Это очень много знакомства с хорошими, правильными людьми. Возможность познакомить просто огромную Россию. Но как бы по-другому попал в Якутию? Ну, никак. Это вообще мечта детства у меня была. Серьезно? Да. Ничего себе. Когда посмотрел первый сюжет о рыбалке у Якутии, было 10 лет, захотелось прям так от души поехать порыбачить. Ну вот, выполнилось. Мне кажется, больше всего важно это знакомство с хорошими людьми, познать культуру, традиции. Та традиция здесь много, потому что в России живет очень-очень много разных национальностей. Но это один большой плюс. Но не считая это, что это помогает людям, которые находятся на фронте, потому что мы сражаемся не против Украины, сражаемся против 50 с лишним государств, которые просто финансируют, там, свободно можно назвать сейчас ЧВК Украину. Я понимаю, что удалось порыбачить здесь. Мечта исполнилась детства. Ну, сегодня поеду. Сегодня поедете. Да. Вы уже несколько дней в республике с рабочим визитом. Подарили вам, насколько я знаю, якутский нож, наш один из главных символов нашей республики, символ такой мужской силы. Что для вас такой подарок значит? Ну, значит много, потому что если вам отдают что-то, что получают только жители этого региона, значит, вас приняли как своего. Но это всегда много значит. Это всегда должно приниматься как большое уважение. Я вчера это опубликовал у своих соцсетях, которые на Балканах идут. И очень большой отзыв. Люди знают очень много о якутском ножу. Ну, знаете, по каким событиям, где парень из Якутии уничтожил спецназа украинского. Это, ну, мне кажется, весь мир об этом знает. Якутский нож это стал как бы символом. Но
Ну, то есть вот, учитывая ваш боевой опыт, можно оценить якутский нож как такой хороший, надежный помощник в боевых столкновениях, в суровых условиях. Не знаю. Мгм. Не попробував. Хорошо. Мы с вами вначале, я вас спросил о том, что вы за 8 лет до начала специальной военной операции прибывали в Донбасс в 2014 году. Вот потом прибыли уже на специальную военную операцию. В чем отличие вот двух этих временных линий конфликтов? Как-то поменялись боевые действия? Отличия большие. Поменялись боевые действия, но самое важное, что поменялось понимание солдата. Вот мы 2014 года не понимали, что будет завтра. За нас Минские соглашения висели как гильотина над головой, потому что если бы украинцы были достаточно умны и не слушали Запад, согласились на Минские соглашения, все этой разрушительной войны, которая просто уничтожит Украину в следующий год, полтора, два, их бы не было. Мы, как военные и народ на территории Донбасса, боялся, что по этим соглашениям весь Донбасс остается под властью Украины, и народ весь готовился просто уезжать на территорию, на материк. А сейчас боевые действия были так. Не можно сказать, что были очень сложные. Сейчас боевые действия сложные, война очень серьезная. Мне кажется, это самая масштабная война по-настоящему после Второй мировой войны, значит, в всем миру, которая была. Да, Вьетнам был, там другая война была, но в Европе такой войны не было. Но солдат понимает, что за спиной вот стоит Россия, вот вся мощь российской армии, вся мощь российского народа, потому что это, честно говорят, в России только армия и флот, а я не согласен. Вот я это знал и до СВО, и за время СВО, что вся мощь российской армии – это армия, флот и народ. Потому что народ – это сила просто огромная. Вот, к слову, еще в 2014 году упоминали, что на стороне Украины тогда еще воевали профессиональные снайперы со всего мира. Вот в сегодняшних реалиях сам противник как-то изменился, само ведение боя поменялось ли? Ну, поменялось все. Поменялось, потому что менялся систем ведения войны. Каждая война от вообще-то начала века, как люди воевали, война начинается, человек ищет начины, как быстрее уничтожать врага. Вот. И каждая война, толчок, была в основном в новых системах вооружения. Вот и сейчас, многие говорят, война меняется на 5-6 месяцев. Нет, сейчас через месяц вече новые вещи, они застаревают, особенно по вопросу беспилотных летательных аппаратов. Ну, снайперская война как была, так и остается. Я больше не уверен, что через некоторое время наши ученые сделают что-то, что остановит беспилотники, и дальше вот по-старому будем воевать. На земле? Что? На земле, да. Ну, беспилотника может быть и миллион, может быть и сколько угодно, пока сапог не стане на землю противника, мы ничего не сделали, ни они ничего не сделали. К слову, вот говоря уже о снайперах, но о снайперах якутских, вы, если я не ошибаюсь, накануне побывали в центре Сулус, пообщались с героем России Александром Колесовым. Собственно, это ни для кого не секрет, что в республике у нас готовят одних из самых лучших снайперов во всей стране. Как уровень подготовки ребят оценить? Ну, знаете как, уровень подготовки не овисит только от полигона и от инструктора. Овисит от человека. Ну, у Якутова, ну, как бы генетически предодреđeno biti хорошим охотником, а это основа. Потому что снайпер на самом деле это охотник. И настоящие снайпера работают в одиночке, там в пара максимально 2 человека. Ну, а в Якутом, как бы он охотник был и есть, и будет. Вот я воевал вместе с якутами, со снайперами якутским до СВО. Вот у подразделению, конкретно в моем подразделению были 2 снайпера из Якутии. И ребята были вот, ну, дело может сделать и что хочешь, когда у его предназначение такое. Потому что стрелка можно сделать из любого человека. Вот забрал на улице здорового человека, забрал, через месяц получается стрелок. Но снайпер это достаточно сложно. Ну, просто надо родиться быть снайпером.
А чем отличается ну, вот от условного там, человека, который взяли с улицы и научили ведению боевых действий? Ну, в этом, что внутрь человека. Вот Дисциплина. надо родиться с этим. Ты не можешь видеть это просто так, потому что после полигона там самый лучший стрелок на полигону, самый лучший теоретик, который умеет читать цифры, ну, все, что может делать, и на поле боя он может стать совсем другим. Просто затормозить и все. Ну, а снайпер, он всегда думает, всегда старается работать и быстрее от врага. Ну, не знаю, как это теоретически сказать на правильном русском языку, но просто надо родиться. В заключение спрошу. Мы с вами поговорили о том, что, вот, безусловно, вы несколько дней уже работаете в республике. Я уверен, что много с чем познакомились, много что увиделось, много что у вас отложилось на уровне воспоминаний. Вот впереди еще рыбалка долгожданная, которая с детства грезилась. Какие-то еще ожидания, впечатления от республики есть? Ну, хочется увидеть Якутию зимой. И одна такая маленькая деталь, вот на разных мероприятиях, когда был, увидел вот чуть-чуть традиции Якутии. Ну, хочется побольше. И в следующий раз, я думаю, будет больше времени. Мне очень понравилось, но было мало. Вот как-то хочется прям настоящие традиции увидеть. Но это значит, нужно обязательно приехать Приеду. еще раз. Будем всегда вас ждать. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи.